Доброе утро, дорогие телезрители! В эфире «Новый день» с Натальей Будяк. И сегодня на календаре 15 августа, четверг. Сегодня отмечают свой профессиональный праздник люди замечательной профессии, как археологи. Археология, как мы знаем, это наука о быте и культуре древних народов по вещественным памятникам. Мы с вами знаем, что изучать древние народы мы можем по письменным источникам и также по археологическим раскопкам. Но, к сожалению, письменные источники до нас не все могут дойти, так что большее предпочтение, конечно, мы отдаем археологическим раскопкам. В последние годы в России очень бурный интерес, конечно, производит интерес к истории России, и большую роль в этом играет именно археология. Но я хочу, дорогие телезрители, напомнить о том, что по номеру телефона в WhatsApp 8 914 279 22 62 вы можете задавать любые вопросы, также писать нам, поздравлять с праздниками, с днем рождения. Мы будем рады с вами сотрудничать и общаться. Но сейчас я хочу познакомить вас с прогнозом погоды на сегодняшний день. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в центральных Улусах в 6 часов утра плюс 13, плюс 16 градусов, днем ожидается плюс 15, плюс 23 градуса, в Заречье плюс 9, плюс 19 градусов Цельсия в 6 часов утра, днем ожидается плюс 22, плюс 26 градусов по Цельсию. В южных районах в 6 часов утра плюс 10, плюс 11, днем ожидается плюс 14, плюс 20 градусов. В Илюйских Улусах плюс 10, плюс 15, днем ожидаем плюс 21, плюс 23 градуса. В Нижнеленских Улусах плюс 13, плюс 15 градусов в 6 часов утра. Температура воздуха составила днем плюс 24, плюс 25 градусов Цельсия. В западных Улусах плюс 11, плюс 13 градусов. Днем ожидается плюс 18, плюс 21 градус. В Колымо-Индигирских Улусах плюс 4, плюс 9 градусов в 6 часов утра. Температура воздуха составила. Днем ожидается плюс 8, плюс 24 градуса. В Янских Улусах плюс 3, плюс 16 градусов. Днем плюс 17, плюс 25 градусов тепла. И в северо-западных Улусах в 6 часов утра температура воздуха составила плюс 8, плюс 15 градусов, ну а днем ожидаем плюс 11, плюс 16 градусов тепла. В городе Якутске в 6 часов утра температура воздуха составила плюс 15 градусов, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба, ветер северо-восточный 4,9 метров в секунду. Днем ожидается в городе Якутске плюс 23, плюс 25 градусов тепла. Ну а в конце дня небольшой дождь. Теперь слово хочу передать своим коллегам из информационной службы новостей. Здравствуйте! В эфире новости, в студии Юлия Великодная. Предпринимателям Якутии будут доступны кредиты под 6% годовых. В рамках нацпроекта в республике стартовала программа льготного кредитования бизнесменов. С этого года предусмотрено приоритетное микрофинансирование под 6% годовых в размере до 5 миллионов рублей с максимальным сроком предоставления на 5 лет для субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в сфере производства, зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории арктических районов Якутии по таким направлениям, как ювелирная отрасль, туризм, производство местной продукции и народные художественные промыслы.
Все больше якутян переходят на раздельный сбор мусора. В столице региона работает пока единственный цех в Якутии по производству специальных урн «Технопластик». С 2018 года предприятие изготовило 40 штук. Их можно увидеть в крупных организациях города и детских учреждениях. В компании уверены, что сортированный мусор станет востребованным в разных отраслях. Сейчас цех планирует изготавливать по 10-15 новых урн в месяц. Устанавливать их будут не только в республике, но и в других регионах Дальнего Востока. Новое освещение появилось на одном из самых опасных участков в Ленске, от улицы Нюйской до автозаправочной станции по Объездной. Также уличные светильники установили на улице Нюрбинской в микрорайоне Чанчик, а к концу следующей недели две улицы микрорайона Светлый, Созидателей и Кирова будут полностью соответствовать своему названию. Что касается этого микрорайона, в течение 3 лет светло станет на всех улицах. Этот контракт обошелся в 3 миллиона рублей. В этом году должна была засиять огнями набережная Ленска, но когда подрядчик приступил к работам, столкнулся с проблемой прокладки кабеля. Так как она заилена, за столько лет туда никто ничего не... Пришли к такому мнению, что будем заново размещаться с учетом прокладки трубы. Вся экономия, которая у нас пойдет по уличному освещению, так как это же процедура, идут торги, также будет запущена, скорее всего, на модернизацию уличного освещения. Обратим внимание на старые улицы, такие как Пролетарская, там у нас висят эти старые светильники ДРЛ. Это очень затратно. Минтруд России составил перечень наиболее востребованных профессий в этом году. В десятку вошли продавец-кассир, повар, педагог профессионального обучения, юрист, специалист по социальной работе и закупкам, педагог доп. Образования детей и взрослых, медсестра, делопроизводитель, бухгалтер и педагог-дефектолог. Рейтинг был составлен по итогам опроса, в котором участвовали 27 тысяч организаций из всех регионов страны. При этом, согласно июльскому опросу, в России зафиксирован низкий спрос на учителей средней школы и бухгалтеров. На рынке труда также нет потребности в среднем юридическом персонале, в судебной, нотариальной и адвокатской деятельности. Егору Борисову, экс-главе республики, а ныне члену Совета Федерации, исполнилось 65 лет. В Музее «Россия. Моя история» открылась выставка, посвященная его биографии и трудовой деятельности. Экспозиция приурочена и разделена на несколько частей. Здесь и аудио-видео материалы, среди них специальное кино от Саха-фильма. Весь материал собран за 1,5 месяца из личного архива Егора Борисова, архива Национального центра аудиовизуального наследия и НВК «Саха». Сезон сбора ягод начался в Нерюнгринском районе. В самом разгаре урожай голубики, на подходе царица лесов Якутии брусника. Лесная южно-якутская ягода содержит множество полезных макро- и микроэлементов, витаминов и прочих биологически активных веществ. Поэтому дикорастущие плоды очень ценятся при использовании не только для пирогов, варенья и морсов, но и в лечебных целях. Дары природы продают на предтрассовом участке и в черте города. На сегодняшний день рыночная цена за литр голубики составляет 200 рублей. Места надо знать. Она любит воду, любит, как говорится, влагу такую. Там можно найти крупную и много. Сейчас можно готовиться к бруснике. Она уже однобокая, уже, как говорится, созревает. Я люблю собирать бруснику, когда первый морозец ударит. Она сладше, сочная и сладше. Она такая, сохраняет все в себе. И если найдешь хорошую поляну, на поляне такое, что листиков не видно, одна крупная ягода. Там с удовольствием собираешь моментально. Надо беречь свой, как говорится, лес свой. Он щедрый, добрый, но злоупотреблять нельзя им. Не переключайтесь и будьте в курсе главных событий. Спасибо огромное. Ну а мы продолжаем. Будьте всегда с нами и будете в курсе событий. Ну а сейчас я хочу представить нашу еженедельную рубрику «Электронные услуги». И сейчас мы узнаем о разрешениях перевозки пассажиров и багажа. В наше время мы не представляем свою жизнь без такси. Если вы решили стать перевозчиком пассажиров и багажа, прежде всего вам необходимо стать индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом. Иметь в собственности или по договору аренды транспортное средство категории «Б» до 8 пассажирских мест.
Нужно будет либо подать заявление в само министерство, непосредственно подойти к специалисту, либо через офис «Мои документы». Это второй способ. И третий способ – это у нас с 2017 года заявители могут подавать заявление через портал госуслуг Е-Якутия. Для того, чтобы подать заявление, нужно с собой иметь паспорт, свидетельство о регистрации транспортного средства и номер ИНН ОГРНИП или ОГРЮ. Для того, чтобы оформить заявление через портал госуслуг, нужно быть зарегистрированным на портале госуслуг и чтобы запись была подтвержденная. Все. Других документов не требуется. Транспортное средство непосредственно перед выдачей разрешения не осматривается. У нас осмотр транспортных средств производится только при контрольно-надзорной деятельности. В период с 2012 года всего было выдано более 10 тысяч разрешений. Но на сегодняшний день действует около 4300 разрешений. То есть более половины у нас либо аннулировано, либо с прошедшим сроком действия. Большое количество, конечно, у нас в городе Якутске. Это около 2000. Остальная половина это у нас распределено по районам. Это у нас Заречные улусы, это у нас Вилюйская группа районов больше всего имеет разрешений. В соответствии с федеральным законом у нас предусмотрено, что разрешение выдается сроком не менее 5 лет. А указом же главы республики у нас предусмотрен срок 5 лет. То есть с момента выдачи в течение 5 лет, если никаких изменений ни в регистрационных данных, ни в транспорте, если ничего не произошло, то человек может с этим разрешением ездить 5 лет. Если гражданин прекратил осуществлять деятельность в качестве индивидуального предпринимателя или организация прекратила действие, либо транспортное средство было продано, то необходимо подать заявление об аннулировании. Если же он не аннулирует в сроки, установленные в уведомлении, то применяются административные меры. У нас в Кодексе Республики предусмотрена статья 9.11, в котором предусмотрен штраф за несвоевременное аннулирование разрешения. Все заявления на выдачу, заявления на переоформление и заявления об аннулировании можно подать через портал госуслуг. Ну а мы продолжаем. И, дорогие телезрители, я хочу вас познакомить с основателем и президентом IT-компании «Бунтер» Сергеем Протопоповым. Сергей, доброе утро. Как у вас настроение? Как у вас дела? Доброе утро, Наталья. Доброе утро, Якутия. Настроение отличное. Утро, 7 утра. Я думаю, что сегодня будет день прекрасный. Я тоже так думаю. Сергей, я хотела бы у вас спросить, и вы, наверное, вот расскажите более подробно о вашей компании. Наша компания основана в 2013 году. Мы IT-компания, мы резиденты парка высоких технологий, IT-парка в городе Якутске. Располагаемся здесь офисом. И мы, как и говорится из нашего названия, скажем так, IT-компании, мы производим мобильные приложения, что-то вроде WhatsApp или других, но мы занимаемся на самом деле прямыми трансляциями. Это вот то, что сейчас у нас происходит. Если мы посмотрим, Очень интересно. Мы запустили вместе с НВК сейчас проект, называется «Медиапортал НВК Саха», и теперь жители Якутии и любые другие люди с любой точки планеты могут зайти на медиапортал НВК Саха и смотреть в прямом эфире все, что происходит в эфире. Кроме того, мы сейчас в эту субботу анонсируем вместе с НВК такой проект, как «Магазин на диване». Это позволяет, знаете, что сделать? Это такое невиданное доселе в Якутии магазин на диване на якутском языке, на русском языке, который позволяет жителям просто подключиться через свои мобильные телефоны к телестудии, например, или к вот таким же выездным прямым эфирам и смотреть, что же такого в новинках есть сейчас в товарных рядах, да, и в магазинах или в любых других местах, какие-то интересные эфиры, где можно не только смотреть теперь, внимание, интерактив, теперь можно не только смотреть, но и тыкать по экрану и покупать то, что ты видишь на экране. Вот. В данном случае мы могли бы купить папку Натальи, наверное. Вот.
Интересно. Да, или в таком же духе делать какие-то интерактивные действия прямо в эфире. И теперь, я думаю, люди смогут поехать, не знаю, по утке или на сенокос и взять с собой мобильное приложение, если там ловит интернет, то смотреть НВК и делать какие-то интерактивные движения, то есть в чате можно будет переписываться прям совсем как в WhatsApp, но делать это в прямом эфире НВК, представляете, чтобы вся республика видела и, может быть, другие люди из других стран тоже видели. Вот такие действия можно будет делать. Сергей, спасибо. Скажите, а вот мне интересно, и даже многим телезрителям, вот что же сподвигло вас создать такую программу очень интересную и на самом деле очень удобную? Мы подумали, знаете, что люди должны быть в век мобильности мобильными и должны уметь телепортироваться. Например, чтобы закупиться, например, какими-то товарами в Китае или в Москве, вам надо лететь туда, да? Или находить в интернете фотографии интересные и там пытаться купить. Сейчас этого не нужно делать, есть Бунтер Лайв, и вы можете подключиться к другому человеку, и он вам с помощью своей камеры покажет, что он там видит, и вы сможете через это приложение, через прям камеру видеть воочию, что же там такое есть, происходит, как оно выглядит, как оно пахнет практически, да, и нажимать несколько кнопок и покупать. Вот таким образом можно будет уже делать. Сергей, а вы, получается, вот программа «Бунтер» в каком году создали? Мы запустились, на самом деле, в 2016 году еще, но продвижение в Якутии начали только вот недавно, и в этом нам помогает НВК, потому что мы именно сделали совместный проект, да, и я думаю, еще про нас услышат жители Якутии, и всех приглашаем к сотрудничеству, можно у нас прям размещаться, с нами вместе работать, все это бесплатно, доступно для всех жителей Якутии. Вы открыты для сотрудничества? Да, мы открыты. Это самое главное. Да. Скажите, Сергей, а может быть вы поделитесь о планах на будущее? Какие-то, может быть, закинете секретики, так сказать? Тьфу-тьфу-тьфу. Ну, раз у нас доброе утро, то, наверное, можно сказать, у нас добрые планы. Мы хотим подключить множество магазинов, предпринимателей, интересных людей, школ, университетов, и чтобы они могли делать такие прямые трансляции и выходить на всю республику, и рассказывать о своих новых проектах интересных. И вы можете к нам подключаться, звоните к нам или в редакцию НВК и говорите, как мы хотим к вам на прямой эфир, на портал, медиапортал в интернете. И, пожалуйста, мы будем к вам приезжать, или вы к нам будете приезжать, или вы просто скачаете мобильное приложение, и мы сможем таким образом тоже сотрудничать. Поэтому скачивайте, звоните, узнавайте, как это делать, и будем работать вместе на благо Якутии. Сергей, спасибо. И еще такой вопрос я хочу задать. А вот в команде сколько же вас человек? Вы же в любом случае не один работаете. У вас большая команда или такая вот несколько человек? Мы достаточно компактная команда, нас 23 человека. Из них 17 человек в Якутске работают, остальные тоже в основном выходцы из Якутии и работают в разных точках, да, в Москве, в Таиланде там, и так далее. Самое повезло тому, кто в Таиланде, да? Хотя на самом деле летом этим было хорошо и здесь, вот, в Якутии. Вот. У нас в инвесторах Microsoft, кто знает Билла Гейтса, вот эти ребята инвестировали в нас, фонд Free, мы резиденты технопарка Якутии, и работаем такой, знаете, это достаточно компактная команда, при том, что мы обслуживаем по всему миру разных клиентов, да, в том числе там в Америке, в Западной России, и такая, в основном молодые ребята у нас работают, хотя, знаете, есть и те, кому за 60 лет, так что мы привыкли работать такой разношерстной небольшой командой. Сергей, большое спасибо вам за информацию. Хочу вам пожелать бодрого дня и всего хорошего, отличного настроения. Да, в эту субботу подключайтесь. Да, забыл сказать. Ну а мы продолжаем, и, как известно, медосмотр для каждого из нас, конечно, главное – это здоровье, и все думают, что для того, чтобы пройти медосмотр, нужно много времени. Ну а в следующем сюжете мы узнаем, как же за час пройти медосмотр, так что смотрите. Что вы задумываетесь о своем здоровье. Большинство людей начинают о нем заботиться только когда начинает что-то болеть. Но чтобы избежать лишних проблем, достаточно раз в год проходить осмотр у врача. В медицинском центре города Якутска проходит акция «Доктор час в МЦЕ», где любой желающий может без очередей и предварительной записи пройти весь медосмотр за 1 час. Эту акцию мы запускаем буквально на днях, и акция будет длиться до конца года. Основная цель данной акции – это
популяризация профилактического медицинского осмотра, чтобы население следило за своим здоровьем, то есть занималось профилактикой в первую очередь. Обычный пенсионер Юрий Юрьевич Копчук решил проверить свое здоровье и обратился в медицинский центр города Якутска. Процедура очень простая. У администратора пациент заполняет анкету, затем проходит измерение антропометрических параметров и давления. После чего он отправляется в специально сконструированный коридор, где проходит ЭКГ, сдает кровь на анализ и осмотр терапевта. Здесь прошел тоже на холестерин и вроде тоже на месте анализы. И, сказали норма. И сахар норма в пределах, и холестерин в пределах нормы. И как вам, удобно все было? Удобно. А что неудобно? Тем более бесплатно. После прохождения осмотра пациенты получают результаты исследований и направления на дальнейшее лечение. За эти дни посмотрели порядка 600 человек. 600 человек на площадях торговых. И половина из них уже пришла к нам на дообследование. То есть человек не собирался в поликлинику, и вот на площади Победы увидел нас, измерил давление, измерил сахар, электрокардиограмму, там сидит врач, обнаружил какие-то изменения и сказал: да, иди в поликлинику, тогда туда-то, туда-то подходи. Он пришел, уточнил свой диагноз, ему назначили лечение кому-то отправили в стационар. Это очень важно и полезно для того, чтобы здоровье населения поддерживать на определенном уровне. У нас цель сейчас здравоохранения – это не лечение больных, а раннее выявление больных и как можно раньше начинать лечить. Вот это главное сейчас. Вот так за 1 час человек может выявить свои заболевания и помочь своему здоровью, ведь для его поддержания необходимо знать о состоянии своего организма. Ну и в завершение нашего сегодняшнего бодрого утра мы узнаем от зрителей, насколько же у них остались знания о школьной программе, помнят ли они ее. Об этом в нашем следующем сюжете. Чему равен корень из 81? Корень? 40,5. Ох, елки-палки, я давно уже не помню. 71, не знаю, 14, наверное. Это так, девятки, по-моему. 9. 9. Так, 9 вроде. 9. Ударение нужно поставить. Звонит или звонит? Звонит. Звонит. Звонится же проверочные. Звонит. 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 Назовите 4 состояния вещества. Твердый, жидкий, парообразный, газообразный. И 4. У нас физики нету. Мы музыканты. Ой, с физикой плохо, я не смогу, к сожалению, назвать, наверное. Замерзшая, крепкая, как камень, как дерево. Твердая и жидкая, и горячая, и очень горячая. Вода, лед, пар и еще газ, наверное. Жидкая, газообразная, твердая и... не знаю. Твердая, жидкая, газообразная, текучая, или сыпучая. Так, жидкая, твердая, парообразная и вообще, наверное, аннигиляция, отсутствие, да, нет? Жидкая, твердая, газообразная, плазма. Самая высокая гора в России. Эверест? Нет? Это в мире. В России Урал, наверное, нет? Эверест? Джомолунгма это не в России, по-моему. Эверест, по-моему, да? Нет. На Кавказе. Уральские горы? Уральские? Не, на Кавказе она. Я не помню, какая. Сейчас, минуточку. Казбек, да? На Эльбрус? Эльбрус. Эльбрус. Какого газа больше всего содержится в воздухе? СО2, нет? Это что? Не знаю, газ какой-то. Кислорода.
Кислород. По-моему, водороды, да? Водорода. Водорода. Углекислый. Газа? Азота, наверное. Воздуха. Аж, это, подождите-ка, воздух. Кислород, ну, азот. Так, больше всего азот. Азот. Ну а с вами, дорогие телезрители, мы прощаемся до завтра. И я хочу пожелать вам бодрого настроения и отличного дня.